Ноябрь 1941 года. Оборона Москвы. Войска фашистской Германии приблизились вплотную к столице СССР. Последний шанс сломить ход битвы. Разъезд Дубосекова на Волоколамском шоссе. Натиск фашистской армии сдерживает дивизия генерал-майора Панфилова. Силы на исходе. Жизнь скромна, а война спесива. Ей бы кровь проливать, да калечить. Ну а жизнь, она все сносила, только прятала голову в плечи. Суюнбай Эралиев. Народный поэт Кыргызстана Суюнбай Эралиев – участник той героической битвы. Воин-панфиловец отправился на фронт сразу, как началась война. Части 316-й дивизии формировались в Казахстане. Затем новобранцев отправили под Ленинград. Осенью 41-го перебросили на оборону Москвы. Эта дивизия была оформлена здесь, в Киргизии, с казахскими и киргизскими сыновьями. Дикая дивизия назвали немцы, боялись этой дивизии. 1,5 месяца защищает Москву эта дивизия. В это время как раз я попал. Старый воин – один из последних свидетелей той битвы. Сейчас в живых осталось только 14 бойцов знаменитой дивизии. Каждый год накануне праздника фронтовики навещают своих боевых друзей. Ой, саламат. Встреча с товарищами – всегда яркое событие в жизни ветеранов. Тунгучбай Апасов также прошел всю войну в составе 316-й дивизии. У однополчан есть что вспомнить. Волоколамское шоссе, убитые товарищи, звуки канонады. Много лет прошло со Дня Победы, но эти воспоминания с годами не меркнут. На кадрах кинохроники фронтовики узнают друзей, вспоминают детали сражений. Это, по-моему, под Волоколамском, по-моему, показывали. Под Москвой. Волоколамское шоссе. Волоколамское шоссе. Да. Волоколамское шоссе хорошая дорога. Прямой на Москву. Сзади. Это легко и быстро. Они же на мотоциклах, а мы все пешком. 28 панфиловцев как раз под Москвой. Город Волоколамский. Дубосекова разъезд такой, железная дорога. Вот здесь произошло. И все, Волоколамский выдержал. Наши 28 панфиловцев показал образцы войны. И отсюда пошло мировое значение, важность панфиловской дивизии. Как свою невольную вину вспоминаю вечных, незабытых сверстников, убитых на Дону, на высоком берегу зарытых. В военное время состав дивизии пополнялся, обновлялся, поэтому через него прошли тысячи призывников нашей республики. Из 1,5 миллиона населения республики на фронт было призвано примерно четверть, то есть больше 360 тысяч человек, около 100 тысяч человек из них не вернулись. Сегодня пополнение приедет 200-300 человек в одну армию, так? А вот через день их почти нет. Или убито, или ранение, и все. Вот такая картина на войне. После обороны Москвы ветераны принимали участие во многих крупных сражениях. Защищали Сталинград, освобождали Европу. Военная выправка и фронтовая закалка осталась на всю жизнь. Фронтовики верны старым традициям. Без боевых 100 грамм не обходится ни одно застолье. Не меняются и пожелания. Самое главное, что войны не было. Когда на Донском берегу шла битва всю ночь до рассвета, мы не уступили врагу, а это почти что победа. Май 45-го. Конец войне. С фронта на восток потянулись эшелоны с солдатами-победителями. Все спешат домой, на встречу с родными и близкими. Объятия, поцелуи, поздравления и вечная слава. Во время войны погибло около 30 миллионов человек, хотя точную цифру не могут назвать до сих пор. Их подвиг будет жить в веках. В канун 64-й годовщины Победы ветеранов Панфиловской дивизии чествуют в Министерстве обороны Кыргызской республики. На праздничное застолье пришло только 7 человек. Остальные панфиловцы остались дома. Силы не те.
С каждым годом фронтовиков становится все меньше. Фронтовые друзья. С давних лет помню все имена и фамилии. Сколько их не вернулось домой, отслужив свою службу отчизне. И без них с юных лет сам не свой, словно с ними зарыто полжизни. Генерал Панфилов погиб при обороне Москвы. Посмертно ему присуждено звание Героя Советского Союза. В честь фронтовика в Бишкеке поставлен памятник. По традиции, в канун Дня Победы Суинбай Эралиев приносит цветы к постаменту своего командира. В этом году ветерана сопровождает правнук, маленький Идиль. Сегодня ему доверена честь возложить букет к памятнику. Солдаты любили его. Вот, мы постарались по очереди подходить к нему, поговорить с ним. Очень, но это не каждому удалось, потому что у него времени нету. Он же командующий, постоянно занят. Во время войны они не задумывались о славе и почестях. Победить во что бы то ни стало, не дать врагу наслаждаться победой, спасти страну ради будущих поколений. Вот что имело значение на поле боя. Как